В Ингушетии за последние дни быстро распространилась информация о появлении на территории нашей республики ядовитых змей. Публикации и сообщения, предупреждающие жителей региона об осторожности, были опубликованы в различных интернет-ресурсах. В МЧС эту информацию уже опровергли. Тем не менее, сотрудники охраны природы совместно с коллегами из Сочинского национального парка по научно-исследовательской работе проводят в горном районе исследования. Ната Евлоева с подробностями. Поднимая буквально каждый камешек и заглядывая под каждый куст, сотрудники охраны природы вместе с доктором биологических наук Борисом Туниевым уже несколько дней активно ищут представителей класса пресмыкающихся в горной местности. Борис проводит экспедицию для изучения флоры и фауны на Северном Кавказе, а именно семейства пресмыкающихся. В руках у меня гадюка лотиева. Этот вид как раз был найден и описан здесь, с территории заповедника Эрзи в конце прошлого века. Вы можете видеть, что на самом деле гадюка очень невелика по размеру. Это вот взрослый экземпляр. В интернете в последнее время появляется все больше публикаций о нашествии змей. Кто-то даже написал, что в Ингушетии в связи с аномальной жарой появились 3-метровые гадюки. Родители не пускают детей к рекам и водоемам, а телефоны МЧС буквально разрываются от многочисленных звонков. Змеи, которые обнаружены, это абсолютно безопасные змеи. Нет угрозы для человека. Единственное, если не страх, вот этот фактор. Также есть информация, что зафиксированы 3-4-метровые змеи, ядовитые причем, фиксируют. Хочу заверить население о том, что вообще у нас в республике более 2 метров змей размером не зафиксировано вообще. Змеи обитают в лесах, степях, пустынях, предгорьях и горах. В основном ведут наземный образ жизни. Лишь небольшая часть живет под землей, в воде и даже на деревьях. Специалисты делятся, что в связи с резким потеплением в республике пресмыкающиеся, пытаясь найти новое укрытие, ползут к водоемам. Могут проникнуть и в дом. При обнаружении змеи, во-первых, у нас нет такой специальной службы, которая занимается отловом этих змей. Единственная помощь, которую может оказать, это помощь, звонок в службу 112, МЧС. Этим утром сотрудники охраны поймали еще одну змею. К счастью многих, это оказался безобидный уж. Вот эта змея, которая была поймана сегодня утром. Это 2 интересных вида, живущих высоко в горах, хотя медянка может быть и ниже, которые не откладывают яйца, а рождают живыми детенышей. Питается ящерицами. Вот при таком размере, когда становится крупнее, переходит на грызунов. Ну и кроме того, она достаточно такая агрессивная змея. Если встретит гадючонка, она его тоже съест. Специалисты предупреждают, у змей двухпиковая активность. Они особенно опасны ранним утром и вечером. Днем, особенно при такой жаре, их встретить практически невозможно. Но если все-таки змея вас укусила, то первым делом нужно немедленно обратиться в скорую и, конечно, высосать яд из раны. Обильное теплое питье, потому что основной удар приходится по почкам и печени, надо промывать эти органы. И, конечно, очень действенные таблетки преднизолона вместе с тавигилом, с димедролом, с антигистаминовыми препаратами, которые вот при быстром приеме они резко снижают воздействие яда на организм. Жителям особо не стоит беспокоиться, ведь, как было сказано ранее, ядовитые змеи встречаются на территории Ингушетии крайне редко. А в ходе сегодняшней охоты охрана природы выявила лишь вот такого миловидного ужика. Но они не представляют никакой особой опасности для человека. Жителям советуют быть бдительнее, избегать водоемов и незнакомых мест в горных районах. Ната Евлоева, Гапур Чехкиев, Новости 24.